Это исторический момент, это исторический, я думаю, форум. Если организаторы и те силы, которые организовали этот форум, и первый, и сегодня второй, будут продолжать в этом ключе работать, оно может стать очень важным форумом в жизни и в будущем не только для России и для русских, но и для многих национальностей, которые сегодня заселяют эту территорию и находятся в колониальной зависимости от России. И вот само название форума и вопросы, которые здесь обсуждаются о деколонизации России, это исключительно важный, это исторический момент. Как я вижу, это одно, а как вообще этот процесс должен идти и как он будет идти, это совершенно другой вопрос. По мне, просто сегодня, если бы Россия являлась бы правовым государством, те народности и те республики, которые подписали федеративный договор, ввиду того, что Путин в 2000 году денонсировал федеративный договор, подписанный в 1992 году Ельциным, эти народности и эти республики уже попадали под эту статью в уставе Организации Объединенных Наций под деколонизацию. И они должны были объявить о своем суверенитете. Но в данном случае это невозможно, так как Россия уже не только подавила права народов, которые находятся под ее юрисдикцией, хотя формально этот договор уже перестал существовать, и тем более, когда Россия начинает войну против Украины, естественно, сразу мы понимаем, с кем мы имеем дело. Теперь уже только международные институты в лице Организации Объединенных Наций и страны, которые выступают гарантом, в частности, мы имеем в виду уже Украину, вот те 3-4 страны, которые выступили гарантом в 1994 году, подписав меморандум о том, что Украина, они гарантируют территориальную целостность Украины, вот теперь эти страны должны реализовать те гарантии, которые они давали Украине. Но они уже автоматически должны распространяться и на другие завоеванные Россией территории, чтобы обсудить вопрос о будущем, чтобы повести речь о деформации этого государства, о демонтаже этого государства. Россия никогда не состоялась как национальное государство. И у России и сегодня уже второй, третий раз у них есть шанс, на самом деле, если российские либералы, которые участвуют на этом форуме и говорят о будущем России, будут исходить из интересов России и российского государства, они в первую очередь должны выступать за то, чтобы Россия перестала существовать как империя. Чечня – оккупированная территория. Это не по-моему, это если мы руководствуемся принципами и нормами международного права, если мы уважаем собственные законы и законы, по которым мы сегодня живем, Чечня находится под российской оккупацией. Точно так же, как некоторые территории Украины находятся под российской оккупацией. Точно так же, как Абхазия, Южная Осетия, которые считаются независимыми государствами, они находятся под российской оккупацией, это части Грузии. Если мы руководствуемся нормами и правами, и принципами, если мы исходим из таких двойных стандартов, вот в данном случае Россия оккупировала, а в этом случае Россия законно заняла территорию. Вот такого подхода не должно быть. И поэтому мы сегодня смело заявляем, Чечня находится под российской оккупацией. Она подлежит, как и другие страны, которые она завоевала и оккупировала, подлежит деоккупации. Не бойтесь, дорогая моя, не бойтесь этих слов. Она оккупирована, так же, как и Украина оккупирована. Я же не боюсь говорить о том, что Украина оккупирована. В Украине ведет агрессивная война. Вы, как украинка, почему вы боитесь называть вещи своими именами касательно Чечни и чеченского народа? Мы уважаем выбор и украинцев, и других народов. Мы хотим, чтобы уважали выбор и нашего народа. Это не мой выбор был. Это был выбор всего чеченского народа. И чеченцы, отстаивая свою свободу и право на существование, положили 300 тысяч человеческих жизней. И поэтому вам, родная моя, нельзя и не надо скромничать, говорить о том, что
Чечня оккупирована, или я сказал, или это я сказал, я констатировал факт. Но если вы хотите, чтобы изменилось отношение к Украине и украинской войне всего международного сообщества, вы не должны бояться этого факта. Дело в том, что в истории есть факты. Чечня сегодня находится под российской оккупацией 30 лет. 27-28 лет. А республики Латвия, Литва, Эстония находились под советской оккупацией более 50 лет. И когда пришел день и час, эти республики заявили о себе как о независимых государствах, они придерживались того момента, что они оккупированы, и они восстановили свою государственность. Точно так же сейчас, вот когда решается вопрос, сегодня решается не вопрос будущего Украины, война Украины. Там решается вопрос будущего сегодняшней Российской империи. И весь мир сегодня занят тем, чтобы Украина осталась свободной и независимым государством. Если Украина останется свободным, независимым государством, Россия перестанет существовать в тех границах и в тех рамках, которые она существовала до начала этой войны. И у чеченцев появился исторический шанс снова восстановить свое государство, воссоздать это государство. Дело в том, что как правовую основу мы сумели сохранить наше государство. То есть сохранили все институты власти. Это для того, чтобы обеспечить правопреемственность. Для нас сейчас важно освобождение территории. И я уверяю вас, и как журналистку, и как украинку, когда произойдет полная окончательная победа Украине, то вопрос восстановления чеченской государственности – это вопрос нескольких дней, не более того. Наш народ не воюет по обе стороны. Если исходить из вашей логики, как из журналистки, которая задает мне этот вопрос, украинцы тоже воюют на обеих сторонах. В данном случае я это не воспринимаю как сторону. Те, которые сегодня, коллаборантов, которые сегодня пытаются обеспечивать волю Путина, я не считаю их украинцами, точно так же, как я не считаю чеченцами тех, которые сегодня на стороне России воюют в Украине. Это коллаборанты. Это происходит с любым народом, который подпадает под оккупацию. Естественно, страна, оккупирующая территорию, рекрутирует людей. И то же самое произошло сегодня с чеченцами, которые остались под российской оккупацией. Но есть другие чеченцы, которые не находятся ни на территории России, ни в Чечне, они воюют на стороне украинцев вместе с украинцами. И поэтому я не отношу ту часть военнослужащих российской армии, не идентифицирую их как этнических чеченцев. Это коллаборанты, которые сегодня выполняют волю того государства, которому они служат. Россия это не национальное государство. Почему я как раз таки завтра на форуме буду именно говорить об этом. Россия империя, которая последняя империя в мире. Дело в том, что Россия никогда не являлась национальным государством. Она создавалась как империя и продолжает существовать как империя. И поэтому в российской армии нет конкретных представителей национальности. Это есть россияне, которые заселяют эту страну и которые их Россия отправляет, политическое руководство отправляет их на войну. Это не только чеченцы, это дагестанцы, ингуши, калмыки, буряти. Вот все, кто сегодня находится в колониальной зависимости от России, представители этих народов находятся в структурах вооруженных сил Российской империи. И они их используют как пушечное мясо, что и происходит сегодня в Украине. Кадыров никого не отправляет. Я еще раз говорю. Кадыров никого никуда не отправляет. Кадыров является российским ставленником Чечне. Кадыров не верховный главнокомандующий Российской империи. Кадыров это марионетка в руках Путина, точно такая же, как и другие представители, руководители. Этот же вопрос можно, почему дагестанцы? Вы же даже не знаете имени, кто сегодня руководит Республикой Дагестан. Я, к примеру, говорю. Почему Татарстан отправляет туда людей? Почему другие республики, которые входят в Россию? Это не они отправляют. Их туда отправляет верховный главнокомандующий. Это Путин. И поэтому в Чечне происходит просто это, в принципе, это моральный урод,
который лезет во все эти самые, лезет на первый план, пытаясь угодить Путину, потому что его будущее, его настоящее всецело зависит от Путина. И вот в той ситуации, в которой сегодня оказался Путин, Кадырову нужно продемонстрировать свою личную лояльность, личную преданность и свою любовь к Путину. И он пытается делать это. И он каждый раз при возможности выступает. Я отправил туда 10 тысяч, там, 3 тысячи, 4 тысячи людей. Но это не соответствует действительно. Он никого никуда не отправляет, потому что у него нет таких полномочий. На самом деле, первый раз их отправили, просто они даже не ведали, куда, как и других, их перебрасывали в Белоруссию. Может быть, кто-то из командующего состава понимал, для чего они собираются, но их направили туда как на учебку. И вот с того момента, с 24 февраля, вы можете это поинтересоваться вот в миграционных службах Европы и других стран, куда они. Отток чеченской молодежи просто увеличился в разы из республики, чтобы избежать отправки их туда, в Украину, чтобы они не подпадали под эту мобилизацию. И они сегодня вынуждены публично заявлять о том, что они принимают кого угодно, как угодно, за большие деньги, лишь бы они устраивались на работу. И да, представьте себе, они открыто уже заявляют о том, что мы даже взятки не будем, даже надо будет платить деньги за то, чтобы устроиться на работу. Чечня, какая ситуация была вот до войны в Украине? В Чечне 70% безработицы. 70% безработицы. Люди имеют возможность, чтобы заработать и кормить свои семьи, они могут идти только в какие-то силовые структуры, где им платят зарплату. Вот таким образом эти люди оказались в этих структурах. И в последующем их направили туда. Это на самом деле люди подневольные. Там есть группа людей, которые кормятся от кормушки Путина и Кадырова, которые все время показывают нам вот в этих тиктоках, как они воюют, что они делают. А в основном это масса людей, которые насильно туда отправили. Уже очень много чеченцев сидят в тюрьмах за отказ это под разным предлогом. Но сейчас идет опять-таки вербовка уже с мест заключения. Точно так же, как по всей России, занимаются этим и в Чечне. Людям предлагают свободу, если они на 3 месяца или на месяц согласны ехать в командировку в Украину. То есть это не добровольное явление, это не воля и не выбор чеченского народа. Я именно поэтому и назвал. Война в Украине – это 3-я война против чеченцев и чеченского народа. Потому что вот эти 20 лет, которые были якобы стабильными, в Чечне теперь вот это поколение, которое выросло, их направляют в качестве пушечного мяса в Украину, на верную смерть. Это делается специально. Вот это вопрос уже напрямую к вам, журналистам. Вот до тех пор, пока вы будете ограничивать себя какими-то обязательствами, не называть вещи своими именами, страны, народы, которые подпадают под эту агрессию, они считают, что их мир их забыл. Они считают, что миру на них наплевать. И вот вы, когда говорите о том, что происходит сегодня в Чечне, вы как журналистка не можете назвать эти вещи своими именами, а как украинка вы можете это сделать. Но дело в том, что сегодня очень мало журналистов, которые готовы правдиво освещать ситуацию. И чтобы чеченцы не считали себя заброшенными и преданными всем миром, это работа журналистов, называть вещи своими именами и говорить, что чеченцы, если вы хотите, чтобы другие народности на территории России каким-то образом воспрепятствовали Путину и путинскому режиму, вы должны напоминать о чеченской трагедии. И именно давать политическую оценку вот тем событиям, которые происходили. Давая правильную, точную политическую оценку, сегодня можно выиграть информационную войну. Но вы, когда продолжаете подыгрывать своим коллегам из России, они ведут исключительно антиукраинскую, античеловеческую пропаганду в средствах массовой информации, а те журналисты, которые противостоят им, боятся называть вещи своими именами. Сказать, да,
Вы оккупировали Чеченскую республику, вы оккупировали территорию Грузии, вы оккупировали территорию в Молдавии. Вы являетесь агрессорами и оккупантами. И эти народы являются жертвами. Когда эти народы слышат о том, что они являются жертвами, и мир об этом знает, они уже больше и с большей отвагой будут сопротивляться этим процессам, которые идут сегодня по всей России, которые касаются уже всех, не только чеченцев, украинцев, они касаются всего цивилизованного мира. Если сегодня Путину удастся победить Украину, это будет означать, что русский мир придет в дом каждого европейца. И сегодня и европейцы, и американцы должны защищать самих себя, не только украинцев. А чтобы защитить украинцев, они должны говорить о трагедии чеченцев, которые пережили чеченский народ все эти годы. Дело в том, что отличие даже от других народностей, у чеченцев очень мощный иммунитет самосохранения. И я могу вас уверить, что чеченцы, все чеченцы, очень хорошо понимают все процессы, которые идут там. И они просто выживают в этой ситуации. Это не то, что они как оболваненные верят Соловьеву и российской пропаганде и готовы отдать свои жизни непонятно за что. Они просто в этой ситуации выживают. Я не беспокоюсь за чеченцев и за чеченский менталитет, потому что исторически мы имеем опыт сохраниться как нация и как этнос. И в данном случае это произошло и сейчас. Я знаю, депутинизация и декадеризация Чечни произойдет намного безболезненнее, чем происходила декоммунизация Чечни в 90-е годы. Мы без единого выстрела освободились от советского ига, как только у нас появилась возможность. И нация, как монолит, восстали против этой системы, создали свое государство. И 30 лет сопротивлялись российской агрессии. И вы знаете, вот этот народ, он имеет будущее. И сегодня не все чеченцы находятся под российской пропагандой. Более 300 тысяч находятся только в Европейском Союзе. А вообще за пределами России сегодня более 500 тысяч чеченцев, которые точно так же, как вы и я, мыслят и понимают, что происходит в России и что это за пропаганда, которую ведет Соловьев. Поэтому у меня в этом отношении нет проблемы, нет опасений, что чеченцев каким-то образом затюркали вот этой пропагандой. Я скоро буду в Киеве. Я буду встречаться с депутатами, которые подготовили этот проект. И я уверен в том, что мы совместно можем продвигать эту идею не только в Украине, но и в других республиках, и в других государствах. Дело в том, что вопрос признания независимости сегодня Чеченской Республики Ичкерия — это чисто символический вопрос. Это попытка дать оценку вот этим событиям. Это не означает, что за этим последуют какие-то правовые нюансы, которые могут сегодня каким-то образом повлиять на конкретную ситуацию в Чечне. Чечня на этом этапе, она оккупирована. И признание независимости — это по правовым нормам, это обоюдный правовой акт. Это речь может идти о взаимном признании. Как только происходит взаимное признание, следом идет вопрос об установлении дипломатических отношений, чего мы не можем сегодня позволить, так как наша территория оккупирована. Но в политическом плане это очень мощный стимул и поддержка чеченцев, которые продолжают отстаивать свою свободу и независимость, и которые не смирились с сегодняшним положением. Поэтому мы очень признательны и благодарны депутатам, которые инициировали этот процесс. Это и есть та необходимая помощь чеченцам, чтобы они воссоздали свое государство. В этих материалах находится убийство детей, которые еще не появились на свет. Когда был разбомблен родильный дом в Грозном, 13 рожениц погибли с не появившимися на свет детьми. Это ракетный удар по центральному рынку. Были убиты более 300 женщин, детей, которые находились там. Другие социальные учреждения. Вы знаете, что российская авиация начала наносить ракетно-бомбовые удары по объектам культуры и
у нас к этому времени было 5 театров было. У нас была самая, на Кавказе, на Северном Кавказе, самая большая картинная галерея. Вот у нас был 5-миллионный фонд, книжный фондом, библиотека. Это все было разрушено и разграблено, все эти периоды. И по сегодняшним данным, по российским данным, по статистике, более 300 тысяч человек убито. Специальные фильтрационные лагеря и фильтрационные пункты создавались на территории Чечни. И узники этих фильтрационных пунктов, они есть и живые. И эти материалы тоже находятся в этих материалах, которые мы передали в Гаагу. И, конечно, для нас сегодня сама тема о том, что ИПАСЕ и другие международные институты заявляют о том, что должен быть учрежден международный трибунал по военным преступлениям, это нас очень серьезно обнадеживает, что мы можем эти материалы передать опять-таки украинской стороне с тем, чтобы вместе могли рассматривать эти вопросы. Потому что у украинцев сегодня есть такая возможность. Вы имеете трибуну, вы имеете встречи, вы имеете возможности выступать на разных трибунах, международных трибунах и говорить и заявлять о себе. У нас такой возможности нету. Но через украинцев и через украинское руководство мы надеемся, что нам удастся приобщить эти дела вот к тем делам, которые сегодня проходят и рассматривают, и собираются в Украине. Потому что это реально такая возможность есть, если мы будем руководствоваться теми принципами и нормами. В 2000 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом, чтобы любое государство, входящее в ПАСЕ, подало иск на Россию в связи с преступлениями в Чечне. И сегодня есть реальная возможность у украинцев, даже опираясь на эту резолюцию, которая уже принята, подать материалы, связанные с преступлением в Чечне. Но, несмотря на это, мы учредили национальный трибунал, который рассматривает все эти преступления уже в нашем случае. Наш местный национальный трибунал будет рассматривать, и в последующем эти материалы будут переданы туда. Точно так же по правам человека материалы, которые рассматривались все эти годы в Страсбурге, по своей сути они являются материалами, преступлениями против человечности, потому что там за каждым кейсом стоит судьба человека. И вот эти материалы тоже могут быть квалифицированы как военные преступления, которые уже рассмотрели в суде, в Страсбургском суде. Поэтому в этом отношении у нас очень большие надежды, что виновники будут призваны к ответу. Потому что те, которые совершают преступления, любого генерала возьмите, который сегодня находится, а он прошел войну в Чечне. То есть это одни и те же фигуранты. И поэтому там особо большой разницы не будет, какие дела рассматривать вперед. Конечно, это должно было произойти очень давно, но слава Всевышнему, что это хоть сейчас произошло. И поэтому я напрямую увязываю вот это решение и начало форума здесь, который говорит о деколонизации. В частности, здесь ведет работа, как раз вопрос идет касательно России. И поэтому я считаю, что это взаимосвязано, и я считаю, что этот форум будет иметь развитие, и этот форум должен добиться конкретных результатов. Но это произойдет только в том случае, если найдутся сами русские, которые готовы взять на себя ответственность за будущее, и за свое будущее, и за будущее своих детей и внуков, и тех народов, которые заселяют эту страну. Если сегодня они не пойдут на деколонизацию Российской империи, их внуки и правнуки будут воевать или в Украине, или в Чечне, но никакой стабильности и мира на этой территории или на этом земном шаре, пока существует вот эта последняя империя зла, этого не будет. Поэтому весь мир должен быть заинтересован в том, чтобы произошло то, что будут завтра озвучивать здесь на этом форуме.